В микрорайоне птицефабрики Якутска построят новый детский сад на 50 мест. Работа по строительству уже началась. Территорию под будущее здание отсыпали и огородили. Вот только жители соседнего дома недовольны тем, что теперь к ним не подступиться. Подъездной путь с одной стороны перекрыт теплотрассой, с другой – забором будущего детсада. В проблеме разбирался Сергей Алексеев. Вы на меня кричите-то. Я не кричу, я разговариваю. У меня просто повышенный голос. Хорошо, вы мне хотите что-то сказать, я вас слушаю. Вы меня абсолютно не слышите. Вот Ни пяди назад. Стороны в начале переговоров обмениваются взаимными упреками. Камень преткновения – территория в 30 соток рядом с бывшим деревянным детским садом, в котором теперь проживают 11 семей. Дом практически окружен теплотрассой. Единственный подъездной путь теперь перекрыт строительной площадкой. Но вообще дом полностью огорожен теплотрассой, как вы видите, по кругу. И там только легковые машины могут под теплотрассой проехать. Пожарная машина не проедет. Да, там 2 метра, наверное, высота. Вот один проезд единственный, который у нас огородили, получается. Но там, везде кругом теплотрассы, и они связаны с домом, и никак, мы не сможем даже ничего сделать. В 2005 году дом горел, поэтому главное требование жильцов – это освободить проезд для пожарных машин. Вообще наши требования, нам бы хотелось, чтобы этот забор все-таки отодвинулся от нашего дома, чтобы у нас был проезд под пожарную машину, то есть размером порядка 5 метров, и чтобы нам выделили небольшой участок под детскую площадку. Неожиданно в ходе довольно жаркого диалога Андрей Рожин, инженер компании-застройщика, пошел навстречу. Он предложил отодвинуть забор на необходимую ширину. Я вам предлагаю сделать так. Если по-мировому, да, предлагаю забор передвинуть за березу. Вот. Первый шаг к добрососедским отношениям сделан. Время покажет, сдержит ли застройщик обещания. Сергей Алексеев, Василий Слепцов, НВК Саха-Якутск.